Позднее и холодное лето этого года ничуть не помешало сосногорским дачникам не только открыть сельскохозяйственный сезон, но и преобразить свой участок. Пусть картошка на огороде еще даже не взошла, зато яркие цветы и красочные персонажи любимых с детства сказок, несомненно, поднимут настроение и придадут сил всему дачному кооперативу. А творит эту красоту на своем дачном участке пенсионерка Людмила Новикова. Вот уже несколько лет женщина занимается плетением игрушек из самых обычных полиэтиленовых пакетов. Заметка в журнале тоже о садоводстве была. И там женщина написала маленькая заметочка, что она связала из пакетов лебедей. И вот я тоже связала этих лебедей. Сегодня на даче у пенсионерки не только лебеди, но и аисты, змей Горыныч, поросенок Хрюша и многие другие игрушки. Вяжет их Людмила Юрьевна достаточно быстро, а вот пряжу для своих питомцев приходится собирать не один месяц. Я вязала дракона больше года, наверное. Не из-за того, что по времени, а просто столько пакетов не было. Потому что на него ушло очень много. Потому что на голову где-то, на одну голову ушло пакетов 50, наверное. Рукоделием женщина увлекается с молодости. В свое время связала очень много вещей себе, детям, а также многочисленным друзьям и знакомым. Сегодня пенсионерка не только вяжет, но и вышивает. Все вышивки и поделки уже не умещаются в городской квартире, поэтому постепенно переезжают на дачу. И если картина Людмила Новикова предпочитает вышивать по схемам, то большинство ее вязаных игрушек – это плод собственного воображения. Пенсионерка отнюдь не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем планирует связать на подарок еще парочку персонажей. Я хочу кота, и кота белого. Знаете, такие пушистые кот на коротких лапах. Вот. И хочу кота сделать на длинных лапах. Это вот наподобие кота, что в мультике «Котенок по имени Гав». Там вот черный вот такой большой кот, вот такого кота хочу. Понятно. Вот. А белого кота вот на коротких лапах, это я вот сама придумала, как говорится. Наполнение сказочных питомцев – использованные пластиковые бутылки различных форм и размеров. Благодаря такой конструкции, по словам женщины, игрушки довольно стойко переносят суровые погодные условия и надолго сохраняют презентабельный вид. На зиму все фигуры переезжают в здание бани, поскольку при значительных минусовых температурах оставлять на улице животных нельзя, пусть и искусственных, улыбается женщина. Ведь, безусловно, мы в ответе за тех, кого приручили, а уж тем более за свои творения. Сосногорск вошел в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Семейный парк Юготлон победил в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Теперь Сосногорский парк представит на федеральном уровне как лучшую практику региона. Напомню, постановление о региональном этапе было подписано еще в мае. Предполагается, что всероссийский конкурс будет проходить в стране ежегодно, начиная с этого года. Его основная цель – сокращение разрыва в социально-экономических показателях разных регионов за счет поддержания лучших практик муниципального управления и их тиражирования по всей России с учетом особенностей регионов. В Сосногорском районе модернизируют спортивные объекты. По соглашению о сотрудничестве между муниципалитетом и нефтяной компанией в этом году в городе начнется обустройство стадиона «Локомотив», а в поселке Нижний Одес – физкультурно-оздоровительного центра. Здесь будет установлена универсальная площадка для сдачи нормативов ГТО. В Сосногорске в составе стадионного комплекса построят две новых площадки для сдачи нормативов ГТО и универсальную для игры в волейбол и баскетбол. Сейчас ведутся конкурсные процедуры, по итогам которых определят подрядчика на эти работы. Рассматривается и вопрос обустройства тренажерной площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование этой части проекта нефтяники также возьмут на себя. В республике с 1 июля увеличится размер минимальной заработной платы. Такое решение принято по поручению главы Коми Сергея Гапликова в рамках исполнения задач, обозначенных президентом России по устранению фактической разницы между прожиточным минимумом и минимальной заработной платой до 2018 года. По южной природно-климатической зоне республики месячный размер составит 8700 рублей, по северной увеличится до 10 тысяч. Напомню, соглашение предусматривает повышение минимальной зарплаты в Коми дважды за год. Первое было в январе текущего года. Тогда минимальная зарплата в регионе увеличилась до 8100 рублей в месяц по южной климатической зоне и до 9300 рублей по северной.
Погода в Коми остается прохладной и дождливой. По прогнозам республиканских синоптиков, в ближайшее время может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Не исключены грозы и усиление ветра. В пятницу в Сосногорске будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ночью +8, днем 9-11 градусов тепла. Ветер северный 3 метра в секунду.